Доброе утро, уважаемые телезрители. В эфире программа «Утро Якутии» на каналах Якутия-24, НВК Саха. В студии Дарья Анкехова, Руслан Ачиров. И мы желаем вам самого-самого бодрого утра. Сегодня 28 апреля, четверг. Действительно, почти конец рабочей недели, и мы, как всегда, в это время на телеканалах Якутия-24 НВК Саха встречаем это утро с вами, дорогие телезрители. Ну и, как обычно, давай анонсируем, что же ждет нас сегодня в эфире. Правительство утвердило ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Узнаем, кому они положены и какие требования предъявляются семьям. Также мы узнаем, как скажутся на республике санкции на ввоз сельхозпродукции из европейских стран. Ощутим ли мы дефицит фруктов и овощей этим летом? Мы поговорим с фермерами о перспективах. Искусство варить кофе. Узнаем секреты приготовления правильного и вкусного кофе. Ну, а также посмотрим, как отдыхают горожане в выходные, а в частности доедем на велосипеде до реки Кенкеме. Ну а мы напоминаем, что работаем в прямом эфире и ждем ваши поздравления, пожелания на наш номер 8 914 273 44 88. Ну а также напоминаем про наш телеграм-канал, где вы также можете написать ваши поздравления своим близким, а мы их зачитаем в прямом эфире. Чтобы найти наш телеграм-канал, достаточно в строке поиска телеграма написать «Утро Якутии слитно». Ну, а сейчас начнем с прогноза погоды. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 5 градусов. В заречной группе 3-9 градусов ниже 0. В южных районах 6-8 со знаком минус. В Вилюйской группе минус 6, минус 10 градусов. В Нижнеленских 9-11 ниже 0. В западных районах 3-7 градусов со знаком минус. В Колымы-Индигирской группе улусов до минус 19. В Янских районах 9-11 ниже 0. На северо-западе до минус 24 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 3 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 5 градусов. Руслан, но сейчас все больше людей проводят свое свободное время на улице. Это и зарядки, и прогулки, и даже вот просто, знаешь, уже можно жарить шашлыки. Спокойно. Действительно. Но я даже добавлю 3 слова: весна, солнце, велосипед. Именно под таким девизом на прошлых выходных я присоединился к одной интересной велосипедной поездке. Причем поехал на своем старом велосипеде советском туристе. На прошлых выходных я решил присоединиться к велопоездке. Маршрут проходил по Вилюйскому тракту до реки Кенкеме. Мне было интересно начать велосезон с такого пробега, а чтобы было еще интереснее, я решил поехать на своем старом велосипеде, советском туристе. Стряхнув с него пыль, подкачав колеса, я сделал тестовый заезд, и, к моему удивлению, у старичка ничего не скрипело, в отличие от меня, и все исправно работало. В день выезда я погрузил его на автомобиль и выехал к точке сбора. Ну что, друзья, сегодня отличный субботний день уже, можно сказать. Вот, и мы решили прокатиться, открыть велосезон, проехать на велосипедах по Вилюйскому тракту до реки Кенкеме. Первый же затяжной 3-километровый подъем показал, что я еще не готов к такого рода нагрузкам. В отличие от современных велосипедов, тут всего 4 передаточных звезды, что подразумевает более высокую физическую нагрузку во время подъема в гору. Че, отдохнули, поехали? Все, погнали. Погнали. Газы. Смотрите, какой ветер вообще сдувает назад. Вообще, с непривычки очень сложно. Здесь всего 4 скорости. Я шел на самой пониженной, на большой 4-й звезде. И все равно этот подъем очень такой серьезный для меня. В общем, далее мы приняли решение прокатиться на этом велосипеде по очереди.
Сейчас я тут руль. Ой, какой жесткий, легкий, как пушинка. О, вот это комфорт. Вот это я понимаю технологии. Велосипед – это уникальное и в то же время простое средство передвижения. Вы крутите педали, наслаждаетесь плывущими мимо пейзажами, а в это время улетучиваются все лишние калории и появляется долгожданная мышечная масса. В общем, одни плюсы. Мы достигли цели нашей поездки, перекусили, попили горячий чай из термосов, обсудили велосипед и даже засняли свою версию клипа на песню «Небо». Неужели мысли выше? Мы взлетим с тобой в небо. Дело в том, что именно в этом месте чуть менее чем 20 лет назад был записан клип на эту песню. Полную версию нашей небольшой велопоездки выходного дня. Замечательная у тебя поездка была. Я думаю, осталось очень много эмоций у тебя. Да, действительно. И причем полную версию этого выпуска вы смотрите завтра, в пятницу, в проекте «Испытан на себе» вечером в эфире. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир, и у нас в студии уже появился первый утренний гость. Якутия является лидером среди регионов Российской Федерации по уровню естественного прироста и рождаемости населения. Действительно, руководство страны, в частности нашей республики, поддерживают рождаемость, разрабатывая все новые инструменты для обеспечения демографического роста. Да, за последние 3 года объем средств, предусмотренных на поддержку семей с детьми, в Якутии увеличился в 4 раза и составил в 2021 году 14,5 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2018 году было предусмотрено 3,5 миллиарда. Ну и сегодня у нас в гостях Елена Клепундина, главный специалист клиентской службы города Якутска, центра «Мои документы». Доброе утро. Доброе утро. Елена, подскажите, пожалуйста, кому положено пособие от 7 до 18 лет, да? И, соответственно, какие требования предъявляются к семьям для оформления его? По указу президента России данные ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет назначаются семьям, в которых соблюдены следующие условия. Первое – это родитель и ребенок обязательно должны быть гражданами Российской Федерации и должны проживать в России. Второе – ребенку уже 8 лет, но еще не исполнилось 17. Третье – среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточного минимума на душу населения. Четвертое. Имущество семьи не должно быть более установленного перечня. Такой же перечень, как и для выплат от 3 до 7 лет и пособие одиноким родителям для детей от 8 до 17 лет. И последнее. У каждого взрослого члена семьи в расчетный период обязательно должен быть доход, либо уважительная причина его отсутствия. То есть здесь пенсионный фонд обязательно будет смотреть, учитывать правила нулевого дохода. Можете поподробнее рассказать, что такое правило нулевого дохода? Правило нулевого дохода – это правило, по которому у каждого взрослого члена семьи обязательно должен быть доход. Заработок – это зарплата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсия, стипендия, либо уважительная причина не работать. К уважительным причинам не работать относится уход за детьми одного родителя в многодетной семье, но в этом случае второй родитель обязательно должен зарабатывать деньги. Уход за детьми, в случае, если родитель остался один, уход за ребенком до 3 лет, очное обучение для членов семьи младше 23 лет, уход за инвалидом, либо пожилым человеком старше 80 лет, срочная служба в армии, либо безработица. Здесь обязательно нужно будет встать на учет в бирже труда и быть официально в статусе безработного, но не более 6 месяцев. И отбывание наказания и более 3 месяцев. И в случае, если кто-то из взрослых членов семьи
не работает без уважительной причины, то такая семья не будет считаться нуждающейся в пособиях от государства, даже если средний душевой доход семьи ниже прожиточного минимума. То есть в любом случае нужно быть зарегистрированным на бирже труда, правильно? Да, либо иметь официальный заработок, либо же иметь уважительную причину не работать. А какой размер пособия? Базовый размер пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума. В среднем в Якутии оно составляет 9728 рублей. В случае назначения пособия в этой сумме, средний душевой доход семьи все равно ниже прожиточного минимума, то пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума и будет составлять около 17 200 рублей. В случае, если назначение пособия в этой сумме, доход семьи все равно ниже прожиточного минимума, то выплаты будут назначены в размере 100% регионального прожиточного минимума и будет составлять до 23 200 рублей примерно. Елена, а как можно подать будет заявку, да, и, возможно, через госуслуги, либо это нужно приходить в ваш центр оформлять? Буквально вчера, со вчерашнего дня, 26 апреля, на портале госуслуг открылась досрочная форма заполнения заявления на данные выплаты. Но ранее подача заявления не влияет на сроки получения пособия, но дает возможность родителям заполнить заявление в комфортные сроки, не меняя при этом планы на майские выходные. Заявления, поданные в период с 26 по 30 апреля, будут рассмотрены Пенсионным фондом в общем порядке, то есть 1 мая 2022 года. Обратиться с заявлением можно, как сказала, в электронной форме на портале госуслуг, либо через центр офиса «Мои документы». Елена, скажите, а вот год назад была утверждена похожая выплата, да? И в чем их отличие? Может ли семья, которая получает уже первую выплату, претендовать на вторую? Граждане, получающие выплаты как одинокий родитель, также с 1 мая могут подать заявление на новые выплаты. Установление и расчет здесь одинаковый, но важно учесть то, что пособие одиноким родителям назначается только одного родителя, либо на тех, кто имеет право на алименты. И размер здесь будет только 50% от регионального прожиточного минимума, а новые выплаты можно получить и в 100%. Спасибо, Елена. Спасибо большое. Ну, друзья, мы прерываемся на небольшую паузу. Елену благодарим за то, что посетили наш эфир. Спасибо. Пожалуйста. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Названы сроки запуска ипотеки под 9%. Она должна заработать до начала мая. Об этом рассказал замглавы Минстроя России Никита Стасишин. В апреле были не очень хорошие выдачи ипотеки, отметил замминистра, поэтому ставка по льготной ипотеке была снижена. Программа должна заработать на новых условиях до 1 мая. Осталось несколько дней. Сейчас самое лучшее время покупать жилье, отметил он. Дома будут достроены, проекты качественные, а счета эскроу позволяют покупателям в любом случае не потерять средства. Льготные кредиты выдадут IT-компаниям, сохранившим штат сотрудников. Постановление правительства вступило в силу. Сохранившие на 1 марта 85% штата сотрудников IT-компании смогут претендовать на льготный кредит по 3% годовых. Кроме того, они должны будут обеспечить ежегодную индексацию заработной платы сотрудников согласно нормам Трудового кодекса на уровне инфляции, а также они смогут объявлять и выплачивать дивиденды на время действия договора. Получающая льготный кредит компания не должна иметь размещенных на депозитах или финансовых инструментах средств по ставке, превышающей льготную. Более 40 якутян удостоились почетных званий и госнаград России и Республики в честь столетия Якутии. Торжественная церемония вручения состоялась накануне.
Так, почетного звания заслуженный работник Российской Федерации удостоилась Александра Иванова, руководитель бюро номер 6 Главного бюро медико-социальной экспертизы по Якутии. Заслуженным строителем России названа Галина Эйферт, начальник цеха ЕКСМК. Заслуженным работником физкультуры России стал Александр Куприянов, директор школы Олимпийского резерва города Покровска. Заслуженным учителем России названа Ольга Жданова, замдиректора школы номер 33 Якутска. По словам Айсена Николаева, благодаря их упорному труду, выдающимся заслугам и профессионализму растет и развивается Якутия. Хочу поблагодарить президента нашего Путина, главу республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Ну, конечно, свой любимый коллектив, благодаря которому мне сегодня вручили вот такую высокую государственную награду. Ну и, пользуясь случаем, хочу поздравить от себя лично, от Ленского объединенного речного пароходства, от коллектива многотысячной нашей компании, всех жителей республики Саха-Якутия. Для меня это очень большое событие, но для нас, для работников Министерства по физической культуре и спорту, это нам надо воспитать сильный, достойный, умных, молодых людей. Это самая главная наша задача. Подарок для коллекционеров. Накануне в Центральном почтовом отделении все желающие смогли поставить датированный оттиск на почтовой продукции, выпущенной к столетию республики. На почтовой карточке изображены карта Якутии и республиканский герб, а на юбилейном конверте эмблема столетия Якутской ССР. Общий тираж почтовой карточки составляет 2500 экземпляров, конвертов 100 тысяч экземпляров. Их можно будет купить в любом отделении почты и отправить своим родным и близким, тем самым приобщиться к сегодняшнему большому празднику. Вообще церемония официального гашения, она имеет ценность для коллекционеров, филателистов в первую очередь. Проводится достаточно редко. Вот последний раз церемония официального гашения была в 2016 году на игры «Дети Азии». Доброе утро, дорогая республика! Мы приветствуем всех, кто только присоединился к нашему прямому эфиру. И напоминаем вам о том, что у вас есть уникальная возможность присоединиться к нам и поздравить, возможно, передать привет своим дорогим и близким людям. Для этого у нас есть телеграм-канал, куда вы можете отправить свое сообщение, либо вы можете воспользоваться нашим WhatsApp-номером. Мы ждем эти сообщения и, конечно же, при возможности озвучим их в это прекрасное утро. Действительно. Ну, а сегодня у нас, напоминаем, 28 апреля и празднуется, отмечаются многие праздники. Вот, например, сегодня Всемирный день охраны труда, ну, а также День работников скорой медицинской помощи. 28 апреля – Всемирный день охраны труда. Также сегодня День работников скорой медицинской помощи в России. 28 апреля – День борьбы за права человека от химической опасности, иначе он называется День химической безопасности. По народному календарю, если южный ветер дует несколько дней подряд, то это к дождю. Если ночью холодно, а днем стоит жара, то установится хорошая погода. 28 апреля 1563 года в Москве начала работать типография первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца. В 1914 году в этот день в США запатентован воздушный кондиционер. 28 апреля 1947 года норвежский этнограф Тур Хейердал отправился в путешествие на плоту Кон-Тике. Цель его путешествия – подтвердить свою гипотезу о возможности первоначального заселения Полинезии из Южной Америки. Плавание Хейердала длилось 101 день и завершилось успешно. 28 апреля 2001 года состоялся полет в космос первого космического туриста. Американский миллионер Деннис Энтони Тита отправился в космос на борту российского корабля «Союз ТМ-32», который затем пристыковался к Международной космической станции. 28 апреля 1937 года родился Саддам Хусейн, иракский государственный и политический деятель, президент Ирака. В 1948 году в этот день родился Терри Пратчетт, английский писатель-фантаст. 28 апреля 1974 года родилась Пенелопа Круз, испанская киноактриса и модель, обладательница премии «Оскар». Именины в этот день празднуют Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Сава, Севастьян, Трофим и Федор.
Приемная кампания головного вуза Якутии в этом году возобновит очную форму приема документов от абитуриентов. И в университете уже готовятся к этому. Наш коллега Дмитрий Тымыров съездил в ЕГУ и узнал последние новости. Я студент первого курса. Я подавал документы через сайт СУФУ. Приемная комиссия работала онлайн. Все документы собирали через сайт. Поэтому я отправил все документы в электронном формате. Не пришлось ходить в СУФУ и очно сдавать документы. Для меня это было очень удобно, и я сэкономил очень много времени. В этом же году приемная кампания будет совмещать сразу 3 формы приема документов. Это очный, личная сдача документов, электронные через суперсервис и через Почту России. При этом, как отметили в приемной комиссии, основной упор, как и в допандемийное время, будет сделан на очную форму приема. В этом году мы планируем переходить на очный формат работы. Будем располагаться здесь, в этом здании, в главном учебном корпусе. Сюда приедут все представители наших филиалов. Это Снежингарь, Смирново, Чукотского автономного округа. И здесь также мы будем принимать документы на все формы обучения, на все уровни. Это получается у нас среднее профобразование, бакалавриат, специалитет, магистратура, ординатура. Традиционная форма приема документов, по словам специалистов, дает абитуриентам более ответственно подходить к поступлению в вуз и снимает психологические барьеры. Также эта форма увеличивает процент сдачи документов в учебное заведение. В этом году Федеральный вуз Якутии приглашает выпускников поступать на горно-геологический факультет, на промышленные специальности. Это связано с тем, что спрос на промышленников растет с каждым годом. В этом году утверждена КЦП, это контрольный цифр приема, в количестве 152 абитуриента мы должны принять. Это по всем направлениям, которые мы реализуем на факультете, геолого-геодезическом факультете. Из них я как заведующий могу сказать, что именно по направлению нефтегазового дела утверждены 30 КЦП, по направлению нефтегазовой техники, технология 25, и по направлению технологии геологической разведки, по специализации технологии техники разведки 24 абитуриента мы должны принять. В целом же в этом году Северо-Восточный федеральный университет планирует принять 5500 человек, включая платные и бюджетные места. Традиционная приемная кампания задействует в эту работу и своих студентов, которые будут помогать абитуриентам сдавать и принимать пакет документов. Приемная кампания у нас начинается 20 июня, завершаем прием документов 25 июля. Это на уровне бакалавриат, специалитет. На уровне среднего профобразования у нас получается прием документов до 15 августа. До открытия приемной кампании головного вуза Якутии осталось ровно 7,5 недели. Так что, уважаемые абитуриенты, вам нужно уже скорее определиться, с чем вы хотите связать свое будущее. Профессий много, но все-таки нужно выбрать одну. Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Якутск. Замечательная новость для абитуриентов. Действительно, мы возвращаемся в такое нормальное русло, да, после пандемийных ограничений. И сдать, пойти документы, да, на поступление, в этом есть же своя определенная прелесть. Я в свое время помню, относила документы, руки дрожали, переживали, домой пришли, чай пили. То есть очень такой волнительный момент был это. И сейчас у наших абитуриентов есть такая уникальная возможность. Действительно. Ну, а мы переносимся в Петербург, где петербургские волонтеры спасают брошенных лисят. Волонтеры из Центра помощи диким животным «Велес» спасли лисят в Ленинградской области. Малыши, брошенные матерью, остались выживать в лесу. Одиноких зверят нашли в гаражном кооперативе, после чего неравнодушные люди доставили их в центр. По словам ветеринарных врачей, в центр поступили 2 девочки и 1 самец с хорошим аппетитом. Их 3, 2 девочки и 1 самец. Вот. Аппетит хороший, достаточно активный. У нас они уже сегодня 7-й день получается. Им где-то в районе 3 недель. И уже с завтрашнего дня будем начинать прикормку мясом. Сейчас они едят сучье молоко, заменитель. Изначально, когда они маленькие, они едят и спят. Сейчас они уже начинают играть, начинают друг друга трепать. Больше времени уже проводят в играх, в беготне. Сейчас лисята стали более активными, много играют и в скором времени из клетки в вольер. Как только малыши окрепнут и смогут сами себе добывать пищу, их выпустят в лес. Ветеринарные врачи центра надеются, что в дальнейшем лисята будут жить в лесу и не будут друг другу мешать на достаточно большой территории.
Я сейчас поймал себя на мысли, что я лисят никогда не видел. Я уже видел взрослых лис. А я поймала себя на мысли, что захотелось бы приобрести такого лисенка, как домой, что ли, попробовать хотя бы пожить с ним вместе. Ну, потому что действительно такое милое создание. Ну и мир не без добрых людей. Действительно, очень хороший поступок совершили волонтеры петербургские. Для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию или с ограниченными возможностями здоровья, в Верхневилюйске работает объединение «Опора». Там педагог практикует песочную анимацию. Валерия Золотарева увидела, как это работает. Для песочной анимации сделаны специальные планшеты размером 50 на 70 с подсветкой и матовым стеклом. Для работы Мария Лукинова заранее сама заготавливает местный песок. Просеиваю через сито, промываю несколько раз и стерилизую. Также в работе с детьми использую цветной песок, его я крашу акриловыми красками. Относительно планов на будущее, в планах организовать мобильную студию песочной анимации, и в этих целях мы подготовили проект на получение гранта главы республики. Пока результаты неизвестны, но мы надеемся на положительный результат. На сегодняшнее занятие пришли 4 мальчиков, воспитывающихся в детском доме. Они только год как приехали в Верхневилюйск из Мегино-Кангаласского и Горного Улусов. Видно, что ребятам интересен этот вид художества. Ученик в школе номер 1 имени Сидора Барахова, поэтому я выбрал его портрет. Это был мой первый в жизни рисунок песком. Я очень горжусь, что учусь в школе имени Сидора Барахова. Ну, немного сложновато было делать детали лица. Мы, когда делаем, используем распечатанные фотографии. Для показа своей работы на планшете Мария использует камеру, проектор и интерактивную доску. Сначала нам надо подготовить фон. Для этого мы берем в кулак песок, равномерными движениями насыпаем песок. Делаем клювик ногтем и параллельно шее делаем крыло. Так. И сразу 3 пальцами делаем оперение. Песочная анимация – это не только картины и портреты. Например, дети делают мультики, а увлекающийся программированием Вова работает с монтажом. Объединение «Опора» работает не только в самом Верхневилюйске, но и выезжает в близлежащие наслега. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Верхневилюйск. Интересное, да, увлечение песочком, да, говорят же, это еще и такой антистресс. И для детей полезно, и для взрослых. То есть вот посидел часик, с песком поработал и успокоил свое такое, знаешь, внутреннее состояние. Но самое интересное, действительно, сейчас век, когда новые технологии, вот эти вот все-таки рисование на планшете, и это все-таки не то, да, тут ты сам руками, причем песок, он же буквально после того, как ты закончила свою картину, он же уже не сохраняется, то есть это тоже такие вот интересные эмоции. Я думаю, что для творчества, для мелкой моторики это очень-очень хорошо. Действительно. Руслан, а с чего начинается вообще твое утро? Мое утро? Ну, я начинаю, конечно, с кофе. Но, в принципе, я думаю, что для многих из наших зрителей тоже начинается утро с кофе. Но, может быть, есть кто-то, кто прямо очень трепетно относится к завариванию кофе. Я просто делаю это, 2 ложечки растворимого кофе, 2 ложечки сахара и, соответственно, молоко. Ну а ведь вообще это целое искусство, это целая культура. И, знаешь, владеть сейчас этими навыками, да, заваривания кофе, мне кажется, очень такие хорошие, открывает для тебя возможности. Можно заварить кофе альтернативным способом, можно классическим, да. Ну и, конечно, здесь появилась такая новая профессия, как бариста. Но я думаю, будет очень интересно нам и особенно нашим зрителям посмотреть про эту профессию. Здравствуйте, меня зовут Андрей, я являюсь шеф-бариста сети кофеин Travelers Coffee. Работаю я в данной компании 7 лет. Начинал с простого официанта и далее увидел, как работают бариста, и решил стать также бариста. То есть начинал работу бариста с нуля, то есть с натирки посуды, и постепенно, набираясь опыта в ходе работы, я стал шеф-бариста. Бариста должен уметь различать вкусы, органолептику кофе, то есть способы обжарки и степень обжарки. Это из основных. Бариста должен уметь настраивать помол
и готовить эспрессо, так как эспрессо – это основа всех напитков. Сейчас я приготовлю классический эспрессо. Эспрессо – это кофейный концентрат, то есть без добавления воды либо молока. Так как эспрессо – это чистый кофейный концентрат, он подается в чистом виде с добавлением воды, то есть вода подается отдельно. Для чего подается вода к эспрессо? Для того, чтобы вы смогли очистить свои рецепторы и полностью насладиться всей палитрой вкуса приготовленного напитка. Стандартные напитки в кофейнях – это капучино, американо, латте. Рабочее место бариста выглядит именно вот так. То есть кофемолка, кофемашина. Мы работаем, компания Travelers Coffee работает на кофемашине Ля Марзока. Плюс этих кофемашин, они собираются полностью вручную. То есть Ля Марзока – это как бренд-составляющая сети Travelers Coffee. Первым делом, перед тем, как бариста начинает свою работу, он, соответственно, должен запустить кофемашину, чтобы машина нагрелась бойлер для воды и нагрелся бойлер для пара. То есть, если кофемашина не нагреется, соответственно, работать на ней будет нельзя. Ориентируется он по датчикам давления воды и давления пара. Для гостей, как определить, хорошая ли кофейня? Хорошая кофейня всегда работает только на зерновом кофе. Вы всегда можете увидеть бункер, в котором насыпаны зерна. Если вы увидите рядом с кофемашиной такой бункер, то есть, соответственно, кофейня уже работает на зерновом кофе. Свежесть обжарки можно определить по наличию крема, если вы заказываете эспрессо. Крема – это вот то, что сверху вы видите. То есть крема должны быть плотные, насыщенные. Как определить плотность? То есть, когда вы наклоняете чашку, вот эта вот легкая пенка, она не разрывается, и вы не видите сам кофе. Плюсы и минусы работы бариста. Ну, плюсы – это огромное количество человек, с которыми вы общаетесь. Соответственно, это новые знакомства, новые ваши коллеги и, конечно же, очень много новых вкусов, которые вы ощущаете. То есть, начиная от эспрессо классического, заканчивая авторскими кофейными коктейлями. Ну, я вот, глядя на этот сюжет про профессию бариста, вспомнил, сейчас скажут, вообще кофе не любишь, да, просто какой-то ширпотреб употребляешь. Вот, иногда, когда заканчивается растворимый кофе, у меня есть специальный такой чайник, ну, как бы гейзерный, вот он, вода кипит, и как бы сверху кипяток, вот этот пар заваривает кофе. То есть получается очень вкусно. То есть ты еще тот кофеман? Ну, чуть-чуть, да, чуть-чуть исправился я. Ну а нашу передачу продолжает рубрика «Пусть мама придет». Сегодня мы хотим познакомить вас с Кириллом, который нуждается в наставничестве или опеке. Мы хотим познакомить вас с Кириллом. Мальчик нуждается в наставничестве или опеке. Меня зовут Кирилл, мне 15 лет. Я сейчас учусь в 9 классе и планирую поступать на юридический, потому что мне это как-то ближе. И, в принципе, я очень интересуюсь такими вещами, как помощь людям с законом или чем-нибудь подобным. Кирилл у нас очень такой вежливый мальчик, отличается своей вежливостью, он очень коммуникативный парень. На него можно положиться всегда. Вот что ему скажешь, он сделает, он не будет там где-то бегать, ходить. Он мотивирован на учебу, он знает, потому что хочет в жизни добиться, целеустремленный такой мальчик. Он как бы с перспективой и с оптимизмом смотрит на жизнь. Вот это мне очень нравится. Находит Кирилл время и на занятия спортом. А особое и любимое его увлечение – фотографирование. С помощью телефона он снимает и обрабатывает полученные фотографии. Кирилл, расскажи мне о своем увлечении. Ну, в последнее время я особо углубился в
в обработку фото, особенно в зимнее время, очень много красивых пейзажей. И смотрю на мир как-то чуть-чуть по-другому, не так, как остальные. Вот чтобы передать вот эту вот всю, скорее, романтику вот фотографии, чтобы все могли ее понять, пытаюсь как-нибудь подчеркивать эти частицы, которые я замечаю, вот этими обработками фотографий, чтобы другие могли понять типа те же эмоции, которые я испытываю, когда фотографирую. Богатый внутренний мир, особый взгляд – все это присуще Кириллу и поможет ему в будущем. Так как Кириллу 15 лет, он в силу возраста нуждается в наставничестве, и мы надеемся, что для него найдется человек, который будет ему помогать в жизни. Замечательная рубрика наша, да, «Пусть мама придет». И мы действительно очень надеемся на то, что благодаря именно этой рубрике, возможно, дети обретут своих маму и папу, или же, вот, допустим, найдут наставника по жизни. И мне кажется, это благое дело. Действительно. Ну, а мы продолжаем наш эфир и вновь сейчас поговорим о талантах и способностях. Они вообще проявляются у всех по-разному. Героиня нашего следующего сюжета искусно вышивает бисером. Притом не просто цветы и природу, а целые портреты, сходству которых с оригиналами просто диву даются посетители выставок, где экспонируются ее работы. О талантливой якутянке Ульяне Нахсоровой в материале Туяры Филипповой. Картину с портретами первых руководителей республики мастерица Ульяна Нахсорова вышивала бисером 3 месяца. Боялась не успеть к юбилейной дате, поэтому просиживала за работой по 12-14 часов в день. Вдохновение, желание и упорство сделали свое дело, и картина теперь выставлена в Центре культуры имени Кулаковского. Эта картина мне создавалась очень легко, с настроением, что у нас нынче этот юбилей такой большой. И они мне как-то очень хорошо дались, прямо с радостью. И даже вот я вышла Аюнского другой портрет, который он сам один сидит. Он сидит, думает как-то. Вот. Я даже вот всегда, когда вот так лицо тоже меняю, а там немножко улыбается. Вот довольный стоит. Это не первая портретная работа выдающихся якутяну-мастерицы. Портрет Аланхасута Устина Нахсорова, кстати, ее родного дяди, как и, впрочем, все другие картины, поражает своим сходством. Но этому, как говорит мастерица, предшествует кропотливая исследовательская работа. Обязательно надо изучать характер человека, даже что одевал, какие вот это работы он делал, чем занимался, семью. Это все я изучаю. Еще одна из недавних работ посвящена артисту Гаврилу Колесову, которому в этом году исполнилось 90 лет. Ему было 29 лет, он первую грамм-пластинку выпустил на тему Вот этот момент я показываю. А сзади у меня вот этот текст песни идет. Да, и то он есть писал тоже. Все равно показываю здесь. Работами Ульяны Нахсоровой восхищаются не только в Якутии. Картины мастерицы, кстати, она по образованию учитель рисования, выставлялись на российских и международных выставках. А одна из них, весом около 9 килограмм, даже вошла в Книгу рекордов России. Любовь к творчеству и талант художника, как признается мастерица, у нее в роду. Помимо картин из бисера, Ульяна Михайловна любит создавать уют дома и мастерит из старых вещей неповторимо красивые предметы обихода. Старинная это уже давным-давно в амбаре кладовки у кого лежала. Я выпросила, короче. И сделала вот. А внизу у меня тут крышка от кастрюли. Но главная страсть мастерицы все же бисерное рукоделие. Где бы ни была, всегда в поисках материала для своих будущих произведений. Сейчас она увлечена новой картиной – 9-м валом Айвазовского. Непередаваемая красота морской стихии, как и бурлящая жизнь со своими страстями, вдохновляют мастерицу творить все новые шедевры. Туяра Филиппова, Юлия Михайлова, Григорий Николаев, Якутск.
Какая мастерица, просто диву даешься. Вот уникальный просто человек, уникальные у него мастерские качества, да. Но мне кажется, это настолько кропотливая работа, вот сидеть по крупинке, вышивать такие огромные картины, ну просто... Да, вообще под Браво. впечатлением, потому что вспоминаешь, там, не знаю, в детстве там вот этот какой-нибудь браслетик бисерный порвется, и ты вот просто с ума сходишь, чтобы собрать его, да, это сколько нужно времени, а сколько времени нужно, чтобы сделать, написать вот такую прекрасную картину. Ну, действительно, настоящий мастер своего дела, так же, как и наш следующий гость, фермер, который готов экспериментировать и развивать сельское хозяйство. Наш гость считает, что Якутия вполне способна обеспечить внутренний рынок продовольствием. Все, что нужно сделать, это немного поддержать своего производителя и перестать вводить все новые административные санкции против собственных предпринимателей. У нас в гостях фермер Артур М. Доброе утро. Доброе утро. Артур, ну ваше фермерское хозяйство известно во всей республике. Вы специализируетесь именно на выращивании овощей, да, цветов, да, различных культур именно в вечной мерзлоте. Как вы думаете, отразятся вот санкции вообще и будет ли у нас дефицит? Ну, за этот год я более-менее спокоен, вот, а что не могу сказать о последующих годах, да. Ну, мы не знаем, как будут развиваться события. Вот, и поэтому я думаю, что дефицита в этом году не будет, ну, по той простой причине, то, что мы готовимся к сезону заранее, да, то есть зимой и до Нового года. Но санкции были введены чуть позже, как, да, весной, поэтому еще более-менее я спокоен за этот сезон. И думаю, не стоит паниковать там по поводу гиперинфляции или еще каких-то на продукты питания, ну, на привычные для нас продукты питания. Ну, действительно, можно даже вот поговорка «готовь сани летом», это прямо вот, думаю, про фермерское Мне кажется, что эту поговорку придумали фермеры того времени, когда она появилась. Ну и главный вопрос, а повысите ли вы цены на свою продукцию? Ну, к сожалению, на конечный продукт наш, на цену влияют, ну, не только такие факторы, как стоимость семян, там, удобрений и так далее, то, что мы заранее приготовили. На это влияет еще заработная плата работников, вот, ну, также налоги и так далее. Вот. Это уже будет зависеть от заработной платы. Да. Ну, если будут подниматься зарплаты, допустим, люди будут требовать больше зарплаты, оплаты труда, то да. Ну, я не думаю, что это поднимется. Если поднимется, прям какой-то скачок будет большой. То есть такой, может быть, возможно, небольшое какое-то повышение? Возможно, будет небольшое, а возможно, что и даже и упадет. Все может быть. Ну, а что сейчас вот необходимо всем фермерам вот для поддержки овощеводства? Слава богу, наше правительство, как бы, оно чуть-чуть приготовилось к этому. Вот, поэтому достаточно много инструментов для, ну, скажем, для работников сельской, для нашей отрасли. Я не могу говорить за все отрасли, ну, хотя я приблизительно знаю, что творится там. Вот, но у нас очень много инструментов, чтобы, как бы, все было в обычном русле, вот, как в прошлом году, как позапрошлом году. Поэтому нам стоит ориентироваться вот на прошлые, позапрошлые года. Вот, инструментов очень много, и кредиты есть специальные сельскохозяйственные для поддержки. Это и банки кредитуют государственные, и плюс наши предприятия. Плюс субсидирование идет минеральных удобрений, это тоже влияет на цену. ГСМ, да всего что угодно. Государство, да, в принципе, не могу ничего плохого сказать. Я говорю, слава богу, что вот мы это все предусмотрели. А вообще вот в вашем фермерском хозяйстве вот какой самый популярный, вот основной овощ, да, если так можно сказать? Или это может быть линейка какая-то? Вы знаете, для фермера вот у нас линейка большая, там где-то 15-20 видов овощей, ну, овощей, бахчевых и так далее. И ну, ты не можешь там выделить, там, я этого люблю, этого не люблю. Они обидеться могут. Да, это как дети твои, да, ты, ну, так, поэтому ко всему особенно трепетно относишься. И у каждого есть свое время. Вот, если корнеплоды это уже осень, то летом все хотят чего-то сладкого, там чего-то свежего, такого перца и так далее. Всему свое время и ко всему относятся так же. Артур, а ввели ли вы какое-нибудь новое, знаете, такое растение, возможно, экзотическое? Может, уже скоро ананасы будем выращивать? Ну, до ананасов, я думаю, ну, еще пару лет надо подождать. Да, вот. А сейчас мы упорно работаем над клубникой вот, в промышленном масштабе, вот, ну, чтобы она везде была, да, вот, как у нас огурцы везде продают, летние или помидоры. Вот над этим. Ну, есть определенные успехи. Ну, будем надеяться, что
все у нас получится. В прошлом году мы собрали несколько тонн клубники, ну, оно махом летело. Несколько тонн? Несколько тонн. Супер. А вообще вот на вашем богатом опыте, да, выращивания овощей, вот какой был самый сложный вот прямо в выращивании? Может быть, вообще даже может что-то не прижилось, вот пробовали, но не получилось? Я вот чуть аналогию проведу, например, с тяжелым блюдом, да, вот если ты научишься хорошее блюдо готовить, ну, тяжелое, да, там, ну, плов, если ты научился готовить, оно непростое такое блюдо, скажем так, да, правильно готовить, то тебе потом легче даются остальные блюда. И вот самый первый, который мы с чем столкнулись, это были арбузы, да, ну, наше хозяйство этим и славится, ну, прославилось, как бы. Вот. Мы понимали, вот в процессе, чтобы в промышленных масштабах у нас получились арбузы, мы очень много изучали, смотрели. И, ну, слава богу, у нас все получилось. И теперь уже к остальным другим культурам нам намного легче подходить, проще. У нас такой опыт уже есть, да. Если мы с арбузами 4 года экспериментировали, чтобы они получились, вот то получались, то не получались, то невкусные, то невзрачные. Вот, а другим культурам там год-два, и все уже знаешь, как с ним работать, ну, в наших условиях. Ну, я вообще хотел бы добавить, что каждый вот в конце сезона, да, когда вот урожай, вот ярмарка у вас открывается, я всегда езжу специально, чтобы взять кукурузу. Кукуруза? Вот, прям очень вкусная, да. А я за арбузами езжу. Вот так вот. Хорошо, а вот мы затронули тему кредитов, да, для фермеров. На сегодня насколько сложно получить его, да, и вот на вашем опыте, мне кажется, может быть, будет такой совет для тех, кто, возможно, начинает выращивать, как вы говорите, в больших, да, промышленных масштабах? Так, я вот не могу, вот, я просто не знаю уровень знаний, допустим, фермера где-нибудь в деревне, да, вот, да, ну, городскому, ну, скажем так, это нелегко, вот, но это вполне реально, там, в течение месяца, 2 недель получить кредит, да. Банки с удовольствием, ну, идут на это, вот, кредитуют именно фермеров и так далее. Есть программы в Минсельхозе у нас, Министерство хозяйства. Господдержка, да? Господдержка начинающим фермерам. Это, я сейчас так считаю, что я уже, наверное, к следующему вопросу перехожу, что время кризиса — это вот как раз время того, чтобы у нас появились большее количество фермеров, именно фермеров. То есть санкции, которые сейчас введены, да, это возможность для фермеров развиваться, вы считаете? Или все-таки это сложное время? А у каждой вещи есть оборотная сторона, да. Вот санкции — это как бы плохо, но есть все равно какая-то оборотная, есть свой маленький плюсик. Да, это начало как бы нового. Ну, пожалуйста. А вообще, вот, допустим, сложно ли на вашем опыте, например, получить ту же господдержку? Вот, есть ли какие-то, допустим, сложности в плане оформления документов? Нужно ли много документов оформлять? Или как бы все совсем можно справиться? Ну, забюрократично или нет, да, скажем так? Да. Ну, я как предприниматель, да, для меня все забюрократично. Я вообще не... Все сложно, да? Все сложно, да, как предприниматель. Один раз в год отчет сдать только, и все вот для меня. Ну, есть, да, при полном, конечно, есть, вот, допустим, отчеты и так далее. Слишком много, это слишком долго затягивается. Вот. Ну, в целом я не могу прямо сказать, что там, если ты знаешь, как это все делать, это буквально там уходит времени, ну, недельку, допустим. Собрать там в налоговую съездить, попросить справочку там. Артур, а у вас, если вспомнить прошлое, да, любовь к земле была вот прям с рождения, можно сказать? Я ее ненавидел первое время, да. Ненавидели? Да. Просто, ну, я шучу, да. Ну, я не представлял себя в сельскохозяйстве. Вот. У меня начальное образование было там международные отношения. Вот. Ну, к сожалению, пришлось бросить институт, времена тяжелые были, надо было помогать родителям. И я себя представлял где-нибудь офисным работником или там бизнесменом, ресторатором каким-нибудь, ну, что-нибудь такое. Вот, да. Ну, у нас как принято, отец сказал, значит надо. Отец сказал, сына, все, вперед на поле. И вот я первые 4 года я просто вот, думаю, что я здесь делаю, там, несколько языков знаю, там, да, и, там, в офисе умею работать, да, там, и так далее. Ну, есть какие-то навыки. Да. Ну, надо, а потом уже, когда видишь плод твоего труда, как люди приходят, радуются, покупают, так думаю, нет, что-то в этом есть, и уже представляешь. То есть чувствуется отдача, да? Вот это? Да, вот это чувство, оно такое, ну, не знаю, оно и вы понимаете, что вы нужны, да? Да, жителям свою значимость, да. Да. Но это, ну, для людей это как бы важно.
Артур, ну, это действительно важно для жителей Якутска, для Якутии. Да. И вообще очень хороший пример, да, именно ваша деятельность в фермерском, сельском хозяйстве. Вот. И мы благодарим вас за то, что вы сегодня посетили наш утренний эфир, подарили, я думаю, хорошие эмоции. Ну и ждем с нетерпением урожай. Обязательно. Спасибо большое, да, тоже надеюсь. Ну а сейчас самое время перейти к новостям. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. 10 недель в стране наблюдают снижение уровня заболеваемости ковидом. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Показатель заболеваемости составил 41 на 100 тысяч населения, что на 20,5% ниже, чем на прошлой неделе. Тенденция снижения заболеваемости наблюдается в стране в течение последних 10 недель, говорится в сообщении. Всего по итогам 16-й недели в стране фиксируют более 60 тысяч случаев ковида. Отмечается, что в дальнейшем ситуация во многом будет зависеть от соблюдения необходимых мер. Первый замминистра предпринимательства Якутии Максим Карбушев сообщил, что развитием промышленного туризма в регионе занимается 15 промышленных компаний. Основной оператор – это «Алроса», которая вносит большой вклад в развитие промышленного экологического туризма, создала свой отдельный парк. Также угледобывающая компания «Колмар» также участвует в этом проекте. Якутская топливно-энергетическая компания, добывающая газовый конденсат, тоже вошла в этот проект. Максим Карбушев добавил, что пока реализация проекта по развитию промышленного туризма не коснулась Крайнего Севера из-за логистических сложностей и отсутствия должной туристской инфраструктуры. Национальные сокровища России, большая императорская корона из более чем 11 тысяч бриллиантов, 1,5-килограммовый самородок золота, крупные алмазы и многое другое смогут увидеть якутяне. Открылась уникальная выездная выставка в сокровищнице Якутии. Открытие выставки посетил глава республики Айсан Николаев. Он поздравил всех собравшихся с праздником и поблагодарил организаторов за то, что в непростое время удалось организовать технически очень сложное мероприятие. На выставке представлено порядка 100 ценностей на общую сумму более 6 миллиардов рублей. Открыта выставка до 18 мая. Жители Якутии с большим юбилеем. Это очень значимая дата. И очень хорошо, что есть сегодня повод поговорить о достижениях республики, о тех людях, которые работают в республике. И, конечно, все, что представлено сегодня на выставке, это прежде всего результат труда жителей республики. Вы увидите ювелирные изделия начала 20 века, конца 18 века. Увидите замечательные реплики императорских регалий, которым нельзя покидать стены Московского Кремля. Но мастера Гохрана изготовили их точные копии. Вот, и они являются сегодня вот центром экспозиции, которую вы сегодня видите. В День республики в историческом парке «Россия. Моя история» открылся мультимедийный проект «Путь Элея». Над уникальным проектом в течение нескольких лет работал большой творческий и технический коллектив. В одном творческом пространстве, экране, который окружает зрителей, соединились и архивные киносъемки, и анимация, и мультимедийные технологии. Проект рассказывает историю становления народа Саха от прародителя Элея до наших дней. Посмотреть уникальный проект «Путь Элея. Геокультурные образы» можно будет до конца года. Новые технологии и наша архаичная культура, древняя культура, на стыке вот происходит события. Культурные события там должны происходить. И происходит, это известно, что в этом году же год культурного наследия объявлено президентом России. А культурное наследие как бы древнее, как бы прошлое, да, а новые технологии настоящее и будущее. Поэтому это направление должно развиваться и будет развиваться. К текущему часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. Спасибо Сергею. И мы еще раз желаем всем доброго утра и отличного начала дня. Ну а я думаю, что сейчас самое время напомнить о погоде за окном.
В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 5 градусов. В заречной группе улусов 3-9 градусов ниже 0. В южных районах 6-8 градусов со знаком минус. В Вилюйской группе 10 градусов со знаком минус. В Нижнеленских 9-11 ниже 0. В западных районах минус 3, минус 7 градусов. В Колымендигирской группе улусов до минус 19 градусов. В Янских районах 9-11 ниже 0. На северо-западе 7-24 градусов холода. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 3 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 5 градусов. Ну что, уже тепло. Плюс 5. Уже плюс 5. Я сейчас смотрю на эти кадры и слушаю погоду и думаю, что нужно уже поменять зимнюю резину на летнюю. Ну, кто о чем, да? А я смотрю на эти кадры, слушаю погоду и думаю, как организовать свои ближайшие выходные. Ну и, конечно, я хотела бы провести их на свежем воздухе. Да, действительно, все этому располагает. Уже светит солнышко, на улице очень тепло. Ну а, дорогие друзья, мы желаем вам всего самого наилучшего, отличного начала дня. У нас сегодня, напоминаем, четверг, 28 апреля. Ну а завтра вновь в это же время мы с вами встретимся на канале Якутия-24. Увидимся в это же время на этом же телеканале. Желаем вам всего самого наилучшего.